честь тех, кто стремится к вершинам наук. В честь тех, кто уже их достиг. В честь тех, кто находится в этом зале. Сегодня праздник открыт. Научно-техническое творчество молодежи – космический потенциал России. В Якутске продолжаются вторые юношеские научные чтения. Мероприятие направлено на популяризацию достижений отечественной и мировой космонавтики. Больше всего вдохновить ребенка на освоение профессии получится только у ее представителя. Так, российский космонавт Олег Артемьев встретился со школьниками Якутска, которые задали ему волнующие вопросы. Я поступал в МГТУ имени Баумана. Была встреча с космонавтом, почти то же самое, что мы сейчас делаем в республике Саха, в Якутске. Встречаемся 10 дней. И так получилось, что космонавт довольно-таки просто рассказывал про космос. И все, кто у него были на лекции, все так или иначе попытались стать космонавтами. У кого-то получилось, у кого-то нет, но все стали обладателями хорошей профессии. Уже вторые по счету королевские чтения вбирают в себя лучшие методики педагогики. Так, на примере космонавтики заинтересованные в этой теме дети могут добиться больших успехов благодаря полному погружению в тематику исследования. Макеты космического пространства, различные корабли, спутники, модели Солнечной системы, а также подробная информация о том, как устроена фаза Луны. Эти работы сделаны детьми начальных классов. И эта выставка не единственное мероприятие в рамках вторых юношеских чтений. Конечно, детям снится рокот космодрома. С горящими глазами они представляют свои проекты перед широкой и уважаемой публикой. В этом году королевские чтения охватили школьников с 1 по 11 классы. Мы делали проект на тему музея Циолковского города Калуга. Мы с моей командой весной ездили в город Москву и город Калуга. И там проводили исследования? Да, мы ходили по музеям. Решил сделать, выбрал именно эту тему. Ну и вот. Я бы хотел на тему говорится про что? Какие именно упражнения и сравнивание ГТО, готов к трудовой обороне и сравнение характеристик и норм космонавта. Новацией этих чтений стало открытие медико-биологической секции, в которой школьники представляют научно-исследовательские работы, посвященные особенностям человеческого организма. А в целом мне очень все нравится. А сегодняшняя секция, вот сейчас, медико-биологическая, это одна из самых востребованных секций на сегодняшний день. И не только у нас в стране, но вообще в мире. Я уж про космонавтику и не говорю. Пожалуй, развивать направление инженерного образования и профориентации стоит именно со школьной скамьи, поскольку именно дети, познающие этот мир, принесут нам немало новых открытий. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Григорий Охлопков. Якутск.